Книга «Как Путин убивает за рубежом». Да? Интересное очень название. Смею сказать, что до этого не было издано такой книги, как, например, «Путин убивает в России». Посыл моей книги таков: давайте поработаем на правосудие. Давайте сделаем от себя все зависящее возможное для того, чтобы Владимир Путин был осужден. С 2000 года, когда ФСБ пришло к власти, Россия вернулась в свое естественное, нормальное состояние. То есть вот то, что там делается сейчас, это и есть норма. Для России это и есть норма. Она такой была всегда. Путин будет казнен. Игорь Яковенко сказал, что эта книга должна стать настольной у всех людей, у которых болит душа за право, за Россию, за Украину, за постсоветское пространство и за весь мир. Сегодня, по сути, сформировалось такой конгломерат, я бы так сказал, мафиозного государства и неофашистского государства, что-то, так сказать, напоминающее, так сказать, Четвертый Рейх. Сегодня путинский режим – это такой вид фашистского режима, который очень серьезно угрожает всему миру. Это, пожалуй, самая большая угроза всему человечеству, которая была за всю историю человечества. Понимание того, что путинский режим представляет собой гигантскую угрозу для всего мира, это организация и проведение международного общественного трибунала над путинским режимом, над теми людьми, которые призывают к войне, над теми людьми, которые сейчас совершают террористические акты. Если мы хотим предотвратить вот эти политические убийства, должны объявить Путина врагом номер один всего международного сообщества. Он должен стать нерукопожатным, он должен быть привлечен к ответственности за все те злодеяния, которые он совершил. Теперь уже Путин перестал быть исключительно чеченской проблемой, грузинской проблемой, украинской проблемой. Путин является проблемой номер один всего цивилизованного мира. И мир это должен признать. Эта книга должна быть настольной и у министра юстиции Украины, должна быть настольным у руководителей всех спецслужб Украины. Данная книга должна быть на столе у каждого народного депутата Украины. Меня зовут Игорь Яковенко, я журналист, социолог из Москвы, и я хочу сказать, что сегодня у нас 8 июня, в этот день, 61 год назад, в Москве, убийце Троцкого Рамону Меркадору вручили звезду Героя Советского Союза. Это, в общем, такая очень символическая история, потому что в России убийство от политических оппонентов, Рамон Меркадор убил Троцкого. Вот это убийство политических оппонентов стало такой традицией. И действительно были убиты практически все президенты независимой республики Ичкерии, начиная с Дудаева, с Яндарбиева, с Масхадова и так далее. То есть убивали постоянно политических оппонентов Сталина, постоянно убивали политических оппонентов и в 50-е годы, представителей патриотов Украины убивали. То есть это традиция такая. Продолжается это сейчас при Путине. И вот буквально только что
выступая на международном Петербургском экономическом форуме на вопрос, а будет ли Путин захватывать самолеты, если на пролетающих над территорией России самолетах будет политический оппонент, Путин хитренько улыбнулся и сказал: не знаю. То есть имеется в виду, что будет. То есть это террористическая организация. Я думаю, что на самом деле сегодня путинский режим — это такой вид фашистского режима, который очень серьезно угрожает всему миру. Это, пожалуй, самая большая угроза всему человечеству, которая была за всю историю человечества. Поэтому я думаю, что та брошюра, которая нам сегодня презентуется, она очень важна. Это действительно брошюра, в которой рассказывается о том, как путинский режим убивает своих оппонентов за рубежом. И это одна из самых очевидных проявлений угроз, которые путинский режим представляет для всего человечества, а не только для населения России и Украины и Беларуси. Это серьезнейшая угроза, это террористический режим. И это нужно сегодня как можно шире представлять международному общественному мнению. Я думаю, что понятно, что сегодня санкции фактически не работают. И я думаю, что одна из форм такого продвижения, понимания того, что путинский режим представляет собой гигантскую угрозу для всего мира, это организация и проведение международного общественного трибунала над путинским режимом, над теми людьми, которые призывают к войне, над теми людьми, которые сейчас совершают террористические акты, и те, кто отдает эти приказы. И я думаю, что возможности для этого есть. Международное общественное мнение, я думаю, что должно быть к этому подготовлено. Возможности сейчас такие существуют, в том числе и не обязательно собирать этот международный общественный трибунал, очно, его можно провести онлайн, со свидетельскими показаниями, с доказательствами. И это серьезная подготовка к тому, чтобы мировое общественное мнение осознало эту опасность путинского режима. Потому что действительно это угроза. Путин правильно сказал свое убеждение в том, что Россия не имеет границ. Граница России нигде не кончается. Утопия считать, что Путин остановится только в своей агрессии против Украины или против Сирии. Нет, он будет распространять свою агрессию абсолютно на весь мир. Ни одна страна мира не находится в безопасности. Это фактически было доказано, когда террористические акты проводились и в Лондоне, террористические акты проводились и в Германии, и в других странах. Поэтому я думаю, что сегодня мировая общественность, она должна сосредоточиться на предотвращении этой серьезнейшей угрозы. К сожалению, сегодня мы видим, что существует явная недооценка этой угрозы, так же, как в свое время в 30-х годах Европа недооценила опасность Гитлера. Я на сегодняшний момент считаю, что важно, очень важно, в том числе и с помощью распространения этой брошюры, которую мы сегодня презентуем, презентации, которые посвящены сегодняшнему мероприятию, я думаю, что это один из инструментов серьезнейшей работы с общественным мнением. Путинский режим, путинская версия современного фашизма – это гигантская угроза для всего человечества. Собственно говоря, все, что я хотел сказать. Спасибо. Спасибо вам большое. Дальше слово мы передаем Герману Обухову, который здесь присутствует. Это известный борец с путинским режимом. Пожалуйста, вам слово. Добрый день. Первое и самое интересное. Не только Путин, но все его предшественники, они достаточно болезненно относились к оппонентам, к критике, к тем, кто не только внутри страны, но и вне страны относился к Советскому Союзу негативно, либо очень критично, либо какие-то были острые проблемы с Советским Союзом. Один из таких примеров – это Джон Кеннеди,
Карибский кризис. Правда, американцы на это смотрят, да, я гражданин Соединенных Штатов уже 20-27 лет, поэтому могу совершенно авторитетно сказать, что этот вопрос практически закрыт, но, тем не менее, время от времени слышатся голоса, которые призывают к тому, чтобы пересмотреть вот это дело об убийстве Джона Кеннеди, поскольку, по моему убеждению, это было сделано Ли Харви Освальдом по заданию КГБ, и он готовился к этому, а не был какой-то сумасшедший одиночка. То есть убийство президента Соединенных Штатов на территории Соединенных Штатов. А почему? Потому что Советский Союз проиграл, по сути, это дело, Карибский кризис. То есть вынужден был убрать оттуда свои ракеты и согласиться с требованием Соединенных Штатов. Руководство, Политбюро, ЦК не могло это так как бы спокойно воспринимать и, как говорят в преступном мире, заказали, значит, президента Соединенных Штатов. Что касается убийств оппонентов, ну, это началось не вчера, не позавчера, это началось еще, наверное, в 2017 году. И вот уважаемый журналист Яковенко об этом говорил, да, значит, наградили убийцу Троцкого. При Путине это стало, ну, как бы нормой жизни, да. То есть лично я знаю лично Путина вот уже сколько, уже, наверное, 25 лет, с 1994 года, больше даже. Тогда он был на своем месте, зам Собчака, если бы он там остался, может быть, было бы все по-другому. Но вот его решили вытащить олигархи наверх и думали, что он будет как бы плясать под их дудочку. А получилось все наоборот. Как только он въехал в Кремль, он стал уже организовывать как бы свое мини-государство. И сегодня, по сути, сформировалось такой конгломерат, я бы так сказал, мафиозного государства и неофашистского государства, что-то, так сказать, напоминающее, так сказать, Четвертый Рейх. То есть нельзя сказать однозначно, что это стопроцентное фашистское государство, и нельзя сказать однозначно, что это стопроцентно мафиозное. Это какая-то смесь такая адская. Вот. Поэтому, что будет происходить дальше, сложно как бы прогнозировать. Но мы ожидаем все-таки от новой администрации Соединенных Штатов каких-то конкретных шагов, которые бы остудили пыл Кремля. Ну и, в общем-то, предприняли ряд контрмер, в частности, то, что мы будем пытаться делать, это провести конференцию в Конгрессе, чтобы Конгресс уже Соединенных Штатов принял закон об информационном, ну, я не буду говорить терроризме, об информационных диверсиях. Пока такого закона нету. Целый ряд законодателей, я говорил и с своим сенатором, и с конгрессменами, там, еще известными людьми, согласны, что да, такой закон надо принимать, но это очень большая работа, и как бы это надо вынести на суд общественности, и, в общем-то, после этого, очевидно, будут какие-то результаты. Ну, а то, что мы видим сегодня, в общем-то, это будет продолжаться, и я думаю, что и в Украине это будет продолжаться, и в Европе, и, возможно, даже в Соединенных Штатах, но там все сложнее, потому что все-таки ФБР хорошо работает, и, в общем-то, они способны обезопасить оппонентов Путина и как-то предупредить какие-то вот такие политические убийства, но в Европе это все достаточно так непросто. И на ряде примеров мы видим там и попытка Скрипалей, и, значит, еще целый ряд убийств политических. Поэтому такие книги, как вот книга моего хорошего товарища Нруга Юрия Шулип, они важны, но надо эти книги переводить, и надо как-то их вот приводить в формат, принятый на Западе. Поэтому я пожелаю успеха, чтобы она была переведена, и, в общем-то, Юрий нашел агента, ну, не обязательно в Америке, можно в Британии или в Германии, и эта книга появилась бы уже на полках западных книжных магазинов, и на
на столах законодателей Берлина, в Лондоне, в Вашингтоне. И, в общем-то, это будет, я думаю, что, хорошим таким, я бы сказал, пособием, да, так сказать, для принятия каких-то правильных решений. Так что я пожелаю успеха и, в общем-то, надеюсь, что книга появится за рубежом. Спасибо. Пользуясь случаем, я хочу начать с того, что поздравить уважаемого Юрия Шулипу, прежде всего, с днем рождения, а также и с выходом этой книги «Как Путин убивает за рубежом». Вот, я прочел эту книгу достаточно внимательно, я оценил, какой гигантский объем работы проделал автор, чтобы ее написать, сколько было перелопачено материалов, переводов с различных языков, сколько было проштудировано прессы, интернета и всяческих источников. То есть это действительно глобальный труд на суперактуальную тему. Этот труд вышел, можно сказать, даже с некоторым запозданием. Тема действительно очень актуальная, потому что уже здесь отмечали выступающие, что с воцарением Путина, с приходом КГБ, ФСБ к власти в России в 2000 году, политические убийства опять стали нормой, как это было действительно начиная с 1917 года при Сталине и, в общем-то, всегда в советское время, за исключением, так сказать, короткой оттепели 90-х годов, потому что это была именно оттепель, а не что-либо другое. Многие этого не понимают, особенно на Западе. В России, я знаю по опыту, многие не понимали, в частности, вот из моего поколения, из коллег, из друзей, знакомых, что с 2000 года, когда ФСБ пришло к власти, Россия вернулась в свое естественное, нормальное состояние. То есть вот то, что там делается сейчас, это и есть норма. Для России это и есть норма. Она такой была всегда. И в советское время, и в царское время всегда. Там всегда уничтожали оппонентов за критику, всегда проводился террор против инакомыслия, всегда было только одно единственное правильное государственное мнение, и всегда Россия была органически склонна к экспансии, к захвату соседних государств, к распространению своей, так сказать, тоталитарной идеологии вовне. Это для России норма. Поэтому убийства, да, происходят. Сколько их, список уже, так сказать, Литвиненко, Скрипали, Березовский, Хангашвили, Яндарбиев и многие другие, не с тем числа. Что можно с этим сделать? Как говорится, вопросы как бы, не к российской оппозиции и не вот к нам, кто здесь собрался, потому что возможно, желания не совпадают с возможностями, это так называется. Сделать бы мне хотелось очень много с путинским режимом, возможностей просто нет. Вот. Возможности есть у Запада, и нам все время говорят, что Запад не будет за вас делать вашу работу. В общем-то, это правильно, Запад не будет за нас делать нашу работу. Другое дело, что как мы можем, должны были бы, но никак не получается донести до Запада, до лиц, которые принимают решения на самом высшем уровне на Западе, что это их проблема, не только наша, что это их проблема, потому что убийство происходит на территории Евросоюза. Вот только что мы упоминали, предыдущий оратор говорил об убийстве Кеннеди. Действительно, Почепа, известный перебежчик из верхушки румынского КГБ, в своей книге пишет о том, что он по своим каналам как бы докопался до истины и утверждает, что убийство Кеннеди было организовано Советским Союзом, что это не, так сказать, не какая-то случайность, не какой-то эксцесс одиночки, но комиссия парламентская, которая расследовала это в Штатах, как пишет Почепа, она все это просмотрела, она ничего этого не заметила, никаких признаков, так сказать, организации из Москвы, потому что она просто непрофессионально этим занималась, потому что там были люди, которые никогда с этим не сталкивались, с расследованием таких вещей. Вот и все. То есть надо было бы Западу предпринимать меры, потому что это оборона его, это защита его, так сказать, самого Запада от вот этого чудовищного варварского режима, который угрожает действительно всему миру, проводит диверсии, шпионаж, так сказать, хакерские атаки, пиратство, воздушное, морское и все остальное. То есть это действительно глобальная проблема для всего мира, ее надо решать совместно. Вот. Все, что мы можем, мы сделаем. Все, что я могу лично, я сделаю для того, чтобы этот режим был ликвидирован. Юрий Шулипа для этого сделает все. Он как бы неоднократно говорил, что его цель – осудить Путина в Гааге, вбить осиновый кол в этот путинский режим путем вот осуждения, так сказать, повторения на новом историческом уровне Нюрнбергского процесса. Это действительно правильная, благая цель. Вопрос только, кто будет в авангарде, так сказать, кто будет паровозом, который будет тянуть всех остальных к этой цели. К сожалению, можно поздравить Байдена, что он наконец понял, что Путин убийца.
что он подтвердил, как бы, когда его спросили об этом, он наконец подтвердил. Я, правда, думаю, что он имел в виду только Навального, вот это так называемое отравление Навального, потому что, ну, на фоне вот этого, это была глобальная, всемирная, так сказать, тема, еще буквально недавно, в прошлом году. Вот, и вот только по следам вот этой темы, как бы, ему был задан этот вопрос, и я так понимаю, что это он и имел в виду, что Путин – это убийца Навального. А когда происходил захват Крыма, когда Путин уничтожал чеченский народ в Чечне еще в начале этого века, когда Байден был вице-президентом при президенте Обаме, Путин уже тогда был убийцей, но они его прекрасно принимали там в Белом доме, он приезжал на Генеральную ассамблею ООН юбилейную в 2015 году, и его там, вместо того, чтобы его там арестовать, это прекрасно можно было сделать, и было за что, потому что уже все было, и Чечня, и Грузия, и Крым, и Донбасс, все это уже было. Тысячи трупов и сотни тысяч трупов, если говорить о геноциде в Чечне, уже были, но тем не менее его там слушали, аплодировали, это было тоже всемирное событие, что вот Путин, значит, вышел из изоляции, из того угла, в который был загнан после захвата Крыма, и все, и торжественно выступил на Генеральной ассамблее. Вот, то есть я просто думаю, что надо доносить это до людей, которые принимают решения, от которых все зависит, потому что, ну, от меня, к сожалению, мало зависит. Я сделать-то могу, так сказать, все, что в моих силах, но это слишком мало. Вот. А закончить я хотел бы... Я очень надеюсь, что мы действительно сможем вбить этот осиновый кол в путинский режим, в эту империю зла, как Рейган сказал в свое время совершенно правильно, что мы сможем при нашей жизни добиться осуждения Путина и путинского режима в Гааге, и закончить будет очень уместно лозунгом, ну, это лозунг небольшого, так сказать, круга радикальной московской оппозиции, ну, прошлого десятилетия. Этим лозунгом, я помню, они меня встречали и провожали в суде, когда меня судили в так называемом суде в Москве в 2014 году. Путин будет казнен. Я бывший сотрудник КГБ, бывший сотрудник внешней разведки КГБ. Служил я там с 84 по 92 год. В 2001 году я уехал во Францию, где получил статус политического беженца, и с тех пор живу во Франции 20 лет. Значит, я полностью разделяю все то, что было сказано. Я, к сожалению, не все выступление слышал, поздно подключился. Вот, я прочитал книгу Юрия, это просто замечательная книга. Я почти никогда не встречал подобных вещей. И я слышал вашу презентацию у Юрия Рашкина на его канале, где вы рассказывали о своей книге. В общем, я с вами полностью согласен, хотя там в книжке есть кое-какие огрехи, в частности, по СВР. Например, вы говорите, что СВР не участвует в убийствах за рубежом, что не совсем правильно, потому что в Катаре, когда убили Яндарбиева, были 2 сотрудника СВР пойманы там в Катаре. Не только пойманы, но арестованы и осуждены даже по суду. Потом Путину удалось их освободить и получить их обратно в Российскую Федерацию. Вот. А в остальном я полностью с вами согласен. В общем, книжка, конечно, совершенно замечательная, очень своевременная. Это бомба просто медийное появление такой книги, потому что такого систематического подхода, такого правового подхода, такого подхода глобального к этой проблеме, по-моему, никто до вас нигде не делал. И, конечно, эта книжка, вот Игорь Яковенко сказал, что эта книга должна стать настольной у всех людей, которые боятся, у которых болит душа за право, за Россию, за Украину, за постсоветское пространство и за весь мир. Да. Уважаемый Сергей, вот маленькая ремарочка. Дело в том, что касается вот службы внешней разведки, первое, мне лично неизвестны такие случаи, когда сотрудники службы внешней разведки были непосредственными исполнителями убийств за рубежом, то есть лично совершали убийства. Но, тем не менее, служба внешней разведки, как по линии легальной, так и нелегальной резидентуры, осуществляет разведывательное обеспечение убийств. Это понятно. И что касается Катара, вот, по той информации, которой я овладел, это были сотрудники Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России, убили Яндарбиева, а не службы внешней разведки.
Ну, здесь, конечно, мы до конца разобраться не можем, потому что, вот, допустим, в книге Ветлугина опубликовали структуру службы внешней разведки, которая снята с сайта официального службы внешней разведки. Мы все знаем эту схему. Эта схема у них висит уже 20 лет на этом сайте. Она не, по-моему, с моей точки зрения, вот так, взгляд изнутри, она не отвечает действительности, потому что в этой схеме прежде всего, например, не упоминается управление нелегальной разведки, а и Путин, и Нарышкин о таком управлении рассказывают многократно и говорят, что они проводят операции нелегальные. Этого управления в схеме, этой структуре нет. В этой структуре нет также группы «Заслон», которые тоже, о которой можно найти информацию даже в открытой печати, но в этой схеме она не показана. И я так думаю, что, кстати, вот боевой группой СВР является группа «Заслон», и в свое время, вот как раз говорили о бойцах этой группы в Сирии, и, откровенно говоря, есть информация про Катар о том, что это были сотрудники «Заслона». А дальше, конечно, никакого подтверждения официального, естественно, нет. Книга вышла здесь, в Киеве, на Украине, и она крайне ценная для Украины. Потому что Украина находится на первом рубеже с борьбы с системой, которая уже для нас совершенно не наша. Я вот сейчас посмотрел, мы проводили социологию по Украине. На вопрос, вы на чьей стороне в глобальном противостоянии между Россией и США, 78% украинцев отвечают, что на стороне США. И это, в общем, говорит об Украине очень многое. Но, с другой стороны, мирная жизнь, относительно мирная, свои проблемы, свой быт и так далее, все время не позволяют держать во внимании, рядом с какой опасностью мы находимся. И, в общем, здесь мало людей, у которых есть сомнения о том, что Путин и Россия в его лице, и русские спецслужбы в его лице занимаются убийствами, массовыми, в том числе убийствами на территории Украины. Но в текучке жизни эта мысль все время уходит на задний план. Она перестает быть такой, которой отдается должное внимание как таковое, просто даже с точки зрения самосохранения. И с моей точки зрения выход таких книг как раз является крайне ценным, чтобы поддерживать соответствующий тонус. Мы находимся в ситуации соседства и огромного влияния со стороны врага, который не остановится ни перед чем в своих целях. И который способен делать то, что для 99% жителей этой страны просто невозможно, потому что, ну как это убивать людей? Даже вот из этих простых соображений. Поэтому я думаю, что книга очень полезна и в первую очередь здесь, в Украине. Теперь у нас выступает, пожалуйста, Сагакаевич, председатель правительства Чеченской республики Ичкерия Ахмед Закаев. Вот, Ахмед, пожалуйста, вам слово. Здравствуйте, все участники. Во-первых, хочу поздравить Юрия с его работой. Это исключительно важная работа, которая была необходима. И я думаю, что эта книга или эта брошюра должна стать достойной книгой западных политиков, потому что до сих пор у них нет четкого понимания, что происходит в России, с кем мир имеет дело в лице Путина. Вот то, что сейчас выступавший Игорь Яковенко из Москвы, я имел возможность слушать его, и он напомнил об истории сталинских репрессий и преступлений, которые совершались в тот период относительно убийства Троцкого и других политических оппонентов, что происходило при сталинизме, при Сталине, при чекистах. То, что происходит сейчас, это новая форма, новые методы. Если Сталин и чекисты тогда, того периода, пытались каким-то образом завуалировать все те преступления, которые они совершали
в других странах, то сегодня путинской России и окружение Путина, в частности, те, кто захватили власть России, они не пытаются скрыть, что за этими громкими преступлениями стоят именно они. Я просто хочу напомнить, ситуация возрождения эпохи репрессий и политических убийств, это все началось в Чечне. Началось это еще с периода Первой войны, с убийства законно избранного легитимного президента Джохара Дудаева. Это происходило при Ельцине. Я уверен в том, что то, что сегодня делает Путин, это все было заложено еще при Ельцине. Власть в России захватили еще при Ельцине. КГБ захватила власть при Ельцине. И с этого времени они шаг за шагом шли к тому, к тому, к чему они пришли сегодня. Ельцин служил как бы такой обманкой для западного мира с его выступлениями, демократические реформы. Ну, я задаюсь вопросом, и я думаю, что каждый здравомыслящий человек должен задаться этим вопросом. Что происходило и что было при Ельцине? При Ельцине началась Первая Чеченская война. При Ельцине была Абхазия, Южная Осетия, война с Грузией. При Ельцине начались первые политические убийства. И когда в эпоху заката и обеспечения преемственности власти, кто был главным претендентом на должность президента в России после таких демократических реформ Ельцина? Это все три были выходцы из КГБ. КГБ в свое время отдало власть на период Ельцину, и уже в конце 99-х КГБ обратно забрала эту же власть у Ельцина, и уже с этого периода они открыто и демонстративно начали совершать именно преступления. Начало Второй военной кампании ничем другим, кроме как военными преступлениями, это назовешь. Потому что у истоков начала Чеченской войны стояли взрывы домов в Москве, Волгодонске, Буйнакске. Это были абсолютно проведенные спецоперации для начала военной кампании в Чечне российскими спецслужбами. Именно в тот период, с 98 по 99 год, ФСБ руководил именно Путин. И именно при Путине были подготовлены эти взрывы. Хотя реализованы они были уже не в бытность Путина директором ФСБ, а бытность, для того, чтобы провести такого рода операции, нужно заблаговременно готовиться, завести взрывчатое вещество, распределить это по всем городам, по крупным городам и уже нажать на крючок. Это все было подготовлено при Путине. Но самое главное, что я хочу отметить, убийство Зелимхана Яндарбиева в Катаре, 2004 год, тогда еще Россия или российские власти попытались немного завуалировать это. Сказали, что это внутренние разборки между чеченцами, там они что-то не поделили. Хотя в последующем они дали понять и российской общественности, и международному сообществу, что именно за этим преступлением они стояли. Озвучил эту версию Жириновский. Он сказал: да, мы достали и мы достанем всех вас. Но что произошло дальше? Самое главное, я на что хочу обратить внимание ваше. 2006 год. Сегодняшние убийства, преступления, которые Путин совершает как на территории России, так и за пределами, теперь уже эти акции начались не просто с 2006 года, когда был принят закон, уравнивающий любого критика, политика, журналиста, кто не согласен с тем, что происходит в России или критикует существующий режим, он приравнивался к экстремизму, экстремисту и террористу. Это закон. Россия, Путин подписал в 2006 году. Это был именно тот период, когда он подписывал эти два закона. Первый закон, уравнивающий любого критика с экстремистом, террористом. Второй закон, позволяющий российским спецслужбам ликвидировать врагов российского государства, где бы они ни находились. В это время Путин председательствовал G7. И
именно он эти два закона подписал в тот период, когда в Питере проходил саммит Большой Семерки, уже Большой Восьмерки, под председательством Путина. Вот тогда забили тревогу те, кто понимали, что происходит. Это Олег Гордеевский, Владимир Буковский, Александр Литвиненко, мы провели пресс-конференцию в Палате лордов и заявили о том, что эти законы приняты для того, чтобы легализовать преступления, которые чекисты будут совершать на сопредельных государствах. Но тогда на нас никто не обратил внимания. Но сразу же после принятия этих законов начались политические убийства. В 2006 году была убита Анна Политковская, ее работа была приравнена к экстремизму и к терроризму, и она была занесена в список врагов российского государства. Следующий теракт чекисты провели в Лондоне. Убийство Александра Литвиненко с применением радиоактивного вещества. Я перечисляю только те, которые в судебном порядке зафиксированы участие российских спецслужб. В последующем, вы знаете, чтобы сэкономить ваше время, не буду повторять. То есть с этого времени российские спецслужбы легально, легитимно работают в сопредельных странах, совершая преступления. И единственное, что сегодня можно сделать для того, чтобы это предотвратить, начать персональные личные санкции против Путина. Путин должен стать нерукопожатным. Путина, те материалы, которые передали Украина, с чеченской стороны, мы передали в Гаагский военный трибунал те факты о преступлениях, совершенных Путиным и его окружением. Вот весь мир, все международное сообщество, если мы хотим предотвратить вот эти политические убийства, должны объявить Путина врагом номер один всего международного сообщества. Он должен стать нерукопожатным, он должен быть привлечен к ответственности за все те злодеяния, которые он совершил в России, в Грузии, в Украине, в Сирии и теперь по всему миру. То есть никто не застрахован, как Игорь сказал, путинской России, она без границы. Никто сегодня не застрахован от посягательства на жизнь, на угрозу применения оружия, насилия со стороны Путина и путинского режима. И поэтому теперь уже Путин перестал быть исключительно чеченской проблемой, грузинской проблемой, украинской проблемой. Путин является проблемой номер один всего цивилизованного мира. И мир это должен признать. Спасибо за внимание. Я очень благодарен вам за то, что вы мне дали такую возможность. И поздравляю и Юру, и его соратников с огромной проделанной работой. Всего доброго, дорогие друзья. Да, большое спасибо, Ахмед. Это был председатель правительства Чеченской республики Ичкерия Ахмед Закаев. Книга «Как Путин убивает за рубежом». Да? Интересное очень название. Смею сказать, что до этого не было издано такой книги, как, например, «Путин убивает в России». И сразу же издалась книга «Как Путин убивает за рубежом». То есть, представляете, еще нету значительного, серьезного, научно-практического, фундаментального анализа о том, как Путин убивает в России, каковы эти. А уже есть книга «Как убивает Путин за рубежом». Потом вопрос опять-таки говорит, как убивает Путин за рубежом, в какой системе. Я хочу просто, чтобы вот вы, все зрители, слушатели, это понимали. Дело в том, что за годы правления Владимиром Путиным Путин создал несколько систем убийств. Я вам сейчас эти системы убийств приведу. Вот фактически 5 систем убийств. Первая система убийств – это убийство людей в международных вооруженных конфликтах, которые осуществляет Российская Федерация. Ну, общеизвестно, на территории Грузии, Украины, Сирии. Вторая система убийств людей – это тогда, когда Российская Федерация проводит так называемые контртеррористические операции в своих территориально признанных, точнее, в своих международно признанных границах. Ну, например, на Северном Кавказе. И там, собственно говоря, Путин и те спецслужбы, которые ему подчиняются, они инициируют совершение
данного рода преступлений. Третья система убийств. Это как раз таки убийство, видите, здесь на книжке указано, острые чекистские мероприятия. Это убийство в рамках острых чекистских мероприятий. Тогда, когда по желанию Путина, либо соответствующие какие-то его спецслужбы инициируют подобного рода преступления, происходит убийство, ну, чаще всего это однократные убийства людей, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами. Вот. Четвертая система убийств, которую создал Владимир Путин, уничтожение людей, это убийство, уничтожение в местах лишения свободы. Ну, естественно, на территории Российской Федерации. Пятая система убийств. Это то, что в Российской Федерации в результате значит, неправильно выстроенной, по большей части игнорирования ситуации с коронавирусом, погибло более 600 тысяч людей. Вот как минимум 5 систем убийств Путин создал. Но здесь в данной книге идет именно речь об острых чекистских мероприятиях. В этой работе я собрал максимально все возможное, всю имеющуюся основную главную информацию о том, как убивает Путин, принимает решения, центры убийств и так далее. Я подготовил для вас презентацию, но, к величайшему сожалению, технические возможности этого зала не дали мне возможность ее показать. А так бы, конечно, я вам бы сейчас показал и то, что есть здесь в данной книге, о всех институтах, которые в первую очередь в России разрабатывают и применяют боевые отравляющие вещества, о стратегическом центре планирования убийств, как внутри России, так и за рубежом, тактическом центре, какие отделы Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил, Федеральной службы безопасности и так далее осуществляет убийством за рубежом. Как Владимир Путин управляет агентурой, по каким агентурным каналам все эти убийства происходят и осуществляются. Но вот, к величайшему сожалению, я вам показать это не могу. Вот, но все есть в этой книге. И потом, смотрите, сама по себе работа, она действительно имеет многозначное, точнее, она имеет многостороннее значение. Вот, например, классически существует 3 органа внешней разведки, как это, собственно говоря, вытекает из законодательства Российской Федерации. Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил России, это орган военной разведки. Служба внешней разведки, это разведка в политической, экономической и прочих, самая крупная служба в России, это СВР. ФСБ, Федеральная служба безопасности, тоже осуществляет разведывательную деятельность. Но помимо этого, де-факто, в России существуют иные структуры, которые занимаются внешней разведкой, о чем идет речь в этой книге. Значит, 4-й орган внешней разведки – это Следственный комитет Российской Федерации. 5-й орган внешней разведки – это российские пропагандистские СМИ, мы можем сюда, различные транснациональные компании, корпорации, которые действуют в зарубежных странах и в которых доля российского капитала, через них происходит агентурное управление на территориях, значит, иностранных государств. 6-й орган внешней разведки Российской Федерации – это Русская Православная Церковь Московского Патриархата. Вот. Теперь, каковы еще важные признаки того, что человека могут убить, он заказан, либо похитить с территории иностранного государства. Почему? Потому что острые чекистские мероприятия, да, это в основном убийство, но, тем не менее, это и совершение террористических актов, и пытки, и насильственное похищение людей с территории иностранных государств, и принудительных доставлений в места лишения свободы в Российскую Федерацию. Вот, поэтому здесь опять-таки идет значительный анализ взаимодействия Следственного комитета и ФСБ. Если в отношении гражданина, тот, который проживает на территории иностранных государств, конечно, это может быть и гражданин Российской Федерации, и иностранный гражданин, в отношении него фабрикуется уголовное дело Главным управлением Следственного комитета России по событиям за рубежом, то велика доля вероятность, что этот человек, если он находится на территории государства европейского сообщества или западного мира, который не имеет прямой границы с Российской Федерацией, он может быть убит
то есть очень велика вероятность, я опираюсь и на статистические данные, либо если это происходит в Украине, то может быть похищен с территории Украины на территорию Российской Федерации. Более того, здесь классифицируется система убийств в этой книге, как происходит убийство в западных странах. Значит, в западных странах преимущественно убивают с помощью боевых отравляющих веществ новичок и террористических актов, но не только в западных странах, в странах Африки, это те вот то же самое вот убийство Индарбиева, мы сейчас обсуждали. Значит, с помощью военнослужащих Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России, имеющие высшее химическое или либо медицинское образование, с помощью боевых отравляющих веществ. Чаще всего новичок, реже рицин и талий. Либо с помощью террористических путем осуществления террористических актов. На территории Украины убийство и похищение людей, так как здесь значительная доля была осуществлена по похищению ввиду того, что государство граничит, осуществляют служба контрразведки ФСБ, причем в основном региональных управлений ФСБ, тех регионов, которые граничат с Украиной, с центром, значит, там совместным центром планирования этих операций и, соответственно, под, значит, главным началем, под управлением первой службы контрразведки на Лубянке, департамента контрразведного обеспечения. Вот по такой линии здесь осуществляются эти операции. Значит, операции на тактическом уровне, которые планирует ФСБ, они все планируются на территории Российской Федерации и осуществляются здесь в Украине агентами-боевиками. Вот. То же самое, кстати, такая же точная система и Республики Беларусь, потому что региональное управление КГБ Республики Беларусь, это тех регионов, которые граничат с Украиной, Гомельской области и Брестской, они осуществляют разведывательно-подрывную, то есть деятельность, вот как раз таки именно, да, вот эти региональные управления КГБ, их отделы службы контрразведки. Вот. Ну, то же самое, и они осуществляют разведывательно-подрывную деятельность непосредственно, конечно же, в интересах Российской Федерации, потому что у Республики Беларусь, ну, относительно мало своих каких-то интересов, у КГБ Республики Беларусь и ФСБ подписано очень множество различных договоров, в том числе и секретных, внутриведомственных и так далее. Вот. Ну и смотрите, один из главных посылов данной книги это в том, что, конечно же, Владимир Путин должен быть осужден за все свои преступления, ну, в частности, убийство. И если бы у нас, ну, вообще имеется в виду в мире, работал закон, то одно убийство, которое было совершено сотрудниками российских спецслужб, либо их агентами-боевиками по указанию Путина, значит, должен быть за одно убийство один приговор. Вот так должна работать система. Одно похищение, один приговор. Мною достаточно внимательно была проанализирована практика вынесения обвинительных приговоров, ну, естественно, заочных и действующих главам государства. И я могу сказать, вот в лице вот этой книги, что делается абсолютно нет никаких норм, которые бы могли запретить государство Украины, либо в каких-то иных странах, но имеется в виду в первую очередь судебным органам, вынести обвинительный приговор в отношении Путина в заочной форме по факту организации им убийств за рубежом, ну и в том числе в рамках острых чекистских мероприятий. Все это возможно. И посыл моей книги таков. Давайте поработаем на правосудии. Давайте сделаем от себя все зависящее возможное для того, чтобы Владимир Путин был осужден. И эта книга, она, скажем так, действительно имеет, еще повторяю, многостороннее значение. И она является посылом для юридического сообщества, в том числе и международного, чтобы скорее суд над Путиным был прискорен. Вот. Ну, у меня все. Я очень всем вам рад, что вы сегодня пришли, меня выслушали. Конечно, книжки я вам всем, безусловно, подпишу. Вот. Ну и потом, значит, присоединимся уже к
такому более неформальному обсуждению. Есть ли у кого-то вопросы, что-то дополнить, добавить? Я бы хотела дополнить и добавить. Меня зовут Наталья Солонченко, я руководитель Луганской правозащитной группы. Также я член Громадской рады при Министерстве юстиции Украины. Хочу сделать такую вот маленькую ремарочку, чтобы вы понимали. На данную презентацию вот данной книги был приглашен министр юстиции Украины, то есть как непосредственно заинтересованное лицо, потому что вот эта книга должна быть настольной и у министра юстиции Украины, должна быть настольным у руководителей всех спецслужб Украины. Данная книга должна быть на столе у каждого народного депутата Украины, у президента Украины. Почему? Потому что это те вопросы, которые сейчас являются мега актуальными для Украины. В Украине 7 лет ведется война. Война Российской Федерации. Коллективный Путин, который сейчас действует против Украины с территории Российской Федерации, за пределами Российской Федерации с помощью спецслужб, он здесь, он везде. И пока у нас общество, государство, международное сообщество не осознает эту опасность, у нас ничего не изменится. Большая роль этой книги в том, чтобы наконец-то люди смогли осознать, что у нас происходит, чтобы тот же русский народ, россияне, могли себя отделить от вот этого коллективного Путина, который принимает решения, который принимает и выносит решения о заказных убийствах, который направляет воевать людей на Донбасс против Украины. Пока у нас не будет вот этого отделения, осознания ответственности за убийство мирных граждан, за политические убийства, у нас мир не изменится. Поэтому я приветствую выход этой книги, поздравляю автора этой книги, Юрия Юрьевича Шулипу, с тем, что он смог этого достичь, что эта книга наконец-то появилась в информационном пространстве. И я очень надеюсь, что все вместе мы сможем эту информационную волну поднять достаточно высоко для того, чтобы вот этот кирпичик важный в здании осуждения Путина, всемирного осуждения Путина, все-таки был заложен, и это начало работать на международном уровне. Я рекомендую Юрию Юрьевичу вот эту книгу направить в украинский парламент, нашим уважаемым народным депутатам, направить министру юстиции Украины, Службу безопасности Украины и лично Владимиру Зеленскому для информации. Ну а в дальнейшем, конечно же, эту книгу необходимо перевести на английский язык, для того, чтобы она стала настольной, также в Вашингтоне, у тех лиц, которые уполномочены принимать решения в сфере борьбы с российской агрессией. Спасибо за внимание. У меня все, да. Спасибо большое. Я хочу, кстати, показать всем почтовое отправление, что мы выполняем требования книжной палаты, и книга уже получена была 22 мая в офис президента. Все, вот мы направили. Эта книга есть в офисе президента. Да. Ну, в принципе, все, поэтому я считаю, давайте мы с вами официальную часть мероприятия, значит, объявим закрытой и перейдем уже к неформальному общению в кулуарах. Спасибо большое за Спасибо внимание. вам.
Друзья, подписывайтесь на наш канал, а также на наши Twitter и Telegram, если хотите быть моментально в курсе самых важных событий. Все более подробно на сайте sobinews.com. Спасибо всем, кто помогает работе нашей команды. Ссылки и реквизиты в описании.